Костюм верхаянской женщины реконструировали мы по материалам нескольких археологических могил. Этот костюм состоит, во-первых, из натазника с очень интересной бисерной отделкой, с поясом женским, кыбака семяга, да, и ноговицы, тоже по бокам, которые отделаны бисером. Дальше рубашки ситцевой. Это показывает, что в то время уже были торговые связи и появились первые тканые материалы. И меховая шуба с поясом с бисерным, головной убор и, конечно, обувь. Такой костюм раньше шили для девушки, для выходящей замуж, да? То есть для невесты. Потом этот костюм не выбрасывается, а далее она становится нарядной одеждой. Одевается в различных обрядовых ситуациях, на свадьбах, на летний праздник исых можно надевать безрукавку, да? А шубу можно надевать в дороге, ну и так далее. А специально шьется сначала, вот вся одежда шьется для невесты. Поэтому там есть обрядовые элементы, то есть пояс специальный, женский, да, с металлическими подвесками, с колокольчиками. При входе в дом жениха невеста должна зазвенеть вот этими своими украшениями. И показывая свою непорочность, целомудрие и так далее, да. Этот костюм мы шили по проекту Прокопия Романовича Наговицына, по книге Михаила Михайловича Носова «Одежду 17-18 века». Этот костюм состоит из платья, шапки. Она шита из шкуры животного, оленя, обработанного. Она обработана вручную. И мы очень долго работали над этим проектом. Но конкретно над этим костюмом я работала несколько месяцев. Раньше кожу обрабатывали вручную. Процесс очень трудоемкий, очень долго обрабатывали кожу и украшали бисером. В основном применяли бисер три цвета. Это белый, синий и черный. Это белый – это свет белого солнца, синий – это свет неба, а черный – это свет земли. Мы участвовали в проекте Прокопия Наговицына, 300-летию Сырана Сафронова. Мы шили комплект невесты 17 века вдвоем Белолюбской Марией Николаевной. Пальто называется Тангалайсон. Костюм состоит из наплечника, из набедренника, из нагрудника, из спинного украшения. И шапка называется Ура Бергехе. Материал – это сукно, ровдуга. Использован мех бобра и бисер. Мы шили каждую бисеринку каждый день. Около 4 месяцев мы изготавливали этот костюм. Этот костюм принадлежал пожилой женщине от 45 до 55 лет. Был он найден в местности Аддабан Хангаласского улуса. Костюм состоит из наплечников, украшенных металлическими изделиями, бисером обшит. Эта работа сшита из кожи, из замши, украшена бисером, металлическими украшениями, а шапка с рожками оторочена мехом соболя. Я удивлена дизайном старинных мастериц, как они аккуратно и кропотливо шили. Вот, например, эти полоски. Частые стежки у них были. Удивляюсь, как они шили кожу. Я, например, использовала несколько пачек иголок. Костюм у меня 18 века.
безрукавка, комплект шили 5 мастериц по отдельности, а потом все я собрала их и шила. Наша учительница Светлана Ивановна показала, этот костюм надо шить, готовить. Она краила, выкройку дала. Материал мы использовали сукно и бисер вот разного цвета. Еще мех у нас красная лиса. Еще мастера специально заказали колокольчики. Раньше вот такие колокольчиками пользовались, шили, и чтобы злых духов угнать. Этот нарядный якутский ктылахсон, празднично-обрядовая одежда якутской женщины XIX века считается. Шьется этот сон ктылах из нескольких видов сукна, иногда декорируется другим материалом, значит, из 2 или 3 видов материала шьется, декорируется, значит, жаккардом или шелком, разноцветным материалом. И вот линии швов, соединения этих материалов обычно декорируются металлическими бляшками или бисером. В данном случае вот пальто, которое я шила по образу, значит, ктылахсон, который хранится в этнографическом музее Санкт-Петербурга, Всероссийском музее этнографии, значит, декорирован металлическими бляшками. И самым главным, значит, отличием от других пальто, которых я когда-то видела, является очень богатое украшение, нагрудное и набедренное украшение этого пальто. Но у меня это много времени ушло, очень много времени ушло на то, чтобы вот именно сделать копию украшения этого пальто. В оригинале, конечно, это украшение из серебра, но поскольку мы не можем себе позволить на свою пенсию серебряные украшения, у меня они сделаны из мельхиора. Этот костюм городской интеллигенции. Такой костюм одевали на праздники. Он был нарядным. Жилет шит из жаккарда, украшен кружевом, бисером. Он состоит из платья холодай и жилета. Жилет кроет со складками широкий, для того, чтобы удобно было садиться на лошадь. А холодай от слова холодай. Его тоже делают очень широким. Насколько широкий холодай, настолько и богатая женщина. Ну, этот костюм я увидела на выставке мастериц старинных и решила реконструировать. Вот первые пальто из сукна зеленого красного цвета, они из коллекции 89 года. И здесь использованы, ну, они основаны на традициях народной одежды, якутской народной одежды. Использованы крой одежды, декор и колорит. Вот красный, зеленый цвет – это очень характерный, такой популярный цвет традиционной одежды якутской. Ну, также там есть орнаменты, вышитые на рукаве, там по отделкам, вышитые золотистыми нитями. Ну и вот форма одежды тоже повторяет какие-то вот рукава со сборкой по кату, в крое одежды, и головные уборы, они сделаны по мотивам. Ну, они, в общем-то, почти повторяют форму головного убора дябака с такими навершиями. Ну, конечно, эти изделия выполнены в соответствии с модой 89 года, поэтому у них несколько такие расширенные плечи, подчеркнутая талия и расширенный низ.
были выполнены для показа, для демонстрации на подиуме. Отдельных разных коллекций, выполненные тоже по теме с использованием традиционных элементов якутской одежды. В некоторых там есть, используется крой, в некоторых, ну, в основном, вот это как бы нарядные костюмы для выхода, для каких-то случаев особых. И там в основном используется, конечно, отделка, то есть орнаменты и узоры. В основном там есть блузка с вышитым орнаментом, бусами, вышитая вот спереди в виде орнамента. Потом там есть костюмы. Ну, так-то, в общем-то, обычное такое европейское платье, вот серого цвета, да. Там крой как бы, ну, не то что классический, а такой мода тех лет, там, 2005 года или 2010. И вот этот мотив такой якутский придается за счет аксессуаров. Там на одном платье вот такой типа ошейник, такой широкий, с этим, с подвесками спереди. На подвеске такой характерный круг используется, характерный для якутских украшений. Ну и вот такой, ну, элемент, который одевается вот на руки. Там тоже вышитые там, бусами, жемчужными бусами орнаменты. В моде вообще вот есть 5 стилей. Классический, ну, вот всем известные, классический, спортивный, романтический и в том числе фольклорный. Ну, раньше назывался фольклорный, сейчас больше как-то называют его этническим. Этнический выполнено по народным мотивам. Поэтому это уже как бы в истории моды, оно давно уже существует, создаются вот такие коллекции. И, естественно, и в 25 веке, и, там, и в последующих веках, конечно, вот эта тема всегда будет популярна.